поисках рода Сары-Кыпчаков на западе Великой Степи. Донское казачество и его тюркское первопроисхождение – тема, казалось бы, очевидная. Эта тема исследована во всех известных связях с тюрками, начиная с первого атамана Сары Азмана, известного с 1549 года, когда он, П.М. Карамзину, именуясь подданным Иоанна, строил крепости на Дону. Тюркское имя атамана является первым этническим маркером, упомянутым в историографии донского казачества. Это такой же именной маркер, как и имена Сары азмановских казаков, согласно историку А. М. Некрасову: Кабан, Татар, Черкас, Ермак, Карабай, Агус, Черкас, Тока, Ляпуш и так далее. Мы видим несомненные тюркские имена. Откуда же появились эти тюркские антропонимы вместе с их обладателями? Несомненно, что начиная с имен своих от рождения, они принадлежат тюркской культуре. Таким образом, донские казаки вышли из пост-ордынского кыпчакского мира, как и многие другие тюркские казаки, включая казахский народ. Одни и те же имена – это принадлежность к тюркам от рождения. Не могли же такие имена появиться просто так, из ниоткуда. У каждого человека от рождения есть свое имя и своя родина. Есть она и у донцев. Согласно А. Шеникову, Сары Азман и его казаки есть татары, а именно червлено-ярские татары, потомки половцев, то есть кыпчаков-ордынцев. Итак, именные маркеры первых донских казаков, как и военно-административная и прочая структура, и базовая лексика донских казаков, тюркские. И сами они, тюрки, недаром по общему имени они так и именовались, донские татары. И хотя по-прежнему выдвигаются и не тюркские версии казачьего происхождения, но они точно так же и по-прежнему представляются менее обоснованными и зачастую даже надуманными. Однако тут, как говорится, вольному воля. Эти версии остаются на усмотрении их адептов, выдвигающих любое европеизированное происхождение донских казаков, лишь бы не допустить кыпчакского происхождения казачества Дона. Сары-Кыпчаки Дона. Казачье происхождение остается одной из самых востребованных тем в историографии многих стран СНГ. Востребование данной темы актуализируется в первую очередь самими казаками, пытающимися понять и осознать свое первопроисхождение, узнать и уважить своих предков. Не менее востребована эта тематика и в Казахстане, связанном с казакованием как образом кочевнической жизни самим своим этнонимом. Когда-то я и сам опубликовал статью по теме казачьего происхождения. Однако статья была написана скорее в научно-популярном жанре, нежели в исследовательском ключе. Тема вроде очевидная, и казалось, что на этой статье казачья тематика для меня и исчерпалась. Но судьба сама знает, что и когда произойдет. И действительно, у меня произошли две вроде случайные, но, как оказалось, судьбоносные встречи с донскими казаками. На первой светловолосый и светлоглазый донской казак, приехавший в Алматы в гости, сказал, что он знает о своих тюркских корнях. Но при этом посетовал, что подтвердить их не сможет, ибо клейноды и земельные грамоты были уничтожены при расказачивании. Я тоже посетовал, ибо клейноды есть реальная ценность. Это регалии, знаки власти казачьих атаманов-гетманов и знаки войскового отличия, знамена, бунчуки, литавры. И лишь позднее я посетовал уже себе, а почему я не спросил про земельные грамоты и их связь с тюркством? Может, в них указывались имена предков тюрков, которые получили грамоту на земельное владение? Вопрос так остался для меня открытым и поныне. Тут осталась одна надежда на оставшиеся неуничтоженными большевиками казачьи архивы Дона. Тем самым тема, казалось бы, закрылась для меня. Оказалось, что так только казалось. И тут произошла вторая встреча судьбы с историком донского казачества. Переговорили по теме их происхождения, в буквальном смысле недолго, но в ходе разговора я вдруг услышал, что их казачий род происходит из Сары-Кыпчаков. И с тех пор меня этот вопрос уже не отпускал. Я стал искать род Сары-Кыпчак среди тюрков, даже поднимал этот вопрос в группах по изучению тюркской истории. И вот то немногое, что я обнаружил по тюркскому роду Сары-Кыпчаков. Тюркский род Сары-Кыпчаки. Поиск сары-кыпчакских родов среди тюрков, на первый взгляд, представлялся не столь уж обременительным. Была какая-то уверенность в том, что сразу будут обнаружены роды Сары-Кыпчаков в разных тюркских народах. Основой для такой уверенности являлся безусловный тезис родового Турана о том, что у тюрков есть связывающие их племенные объединения, почти у всех тюркских народов в основе одни и те же роды. Например, приведем в алфавитном порядке названия тех племен, которые на слуху: алшины, аргыны, кыпчаки, найманы и многие-многие другие, из которых сложены средневековые и современные тюрки. Итак, в данном случае поиск представлялся не столь уж тяжелым, тем более, что он был сужен только по кыпчакским родам. Это ограничение поиска среди только кыпчаков позволяет не задаваться вопросом о других тюркских родах с приставкой «сары». Итак, критерий поиска был задан. Среди кыпчаков есть разные роды: Кара-Кыпчаки, Кулан-Кыпчаки, Сарай-Кыпчаки и другие, а также и искомый род Сары-Кыпчак. И действительно, род Сары-Кыпчак практически сразу обнаружился в составе узбекских кыпчаков долины Зеравшана, о чем указал по состоянию на 1896 год Арестов Николай Александрович, заметки об этническом составе тюркских племен и народностей. Кроме того, Петр Иванович Рычков указывает Сарыш-Кипчакский род в составе башкирских кипчаков. Однако никаких других документально подтвержденных данных не обнаружилось. Единственно, имеются недокументированные сообщения о том, что в составе казахских кыпчаков Шейлинского региона Кызылординской области имеется род Кыпчак-Сары. Как мы видим, род именуется в обратном порядке, но тем не менее, мы имеем в наличии оба имени – и Кыпчак, и Сары. К этому следует привести слова Игоря Георгиевича Добродомова. Слово «Сары» иногда шел впереди слов «половец» или «куман», что в нашем случае означает, что оба порядка расстановки слов в этнониме были правильными.
Таким образом, на данный момент исследования список сары-кыпчаков среди тюрков исчерпался. Оказалось, что эти 3 сары-кыпчакских рода – это и есть все то, что удалось обнаружить. И еще удивительно, что все 3 сары-кыпчакских рода зафиксированы только в Восточно-Волжском регионе. И что в связи с этим удивило по-настоящему, так это то, что в составе западно-волжских тюрков сведений о таком роде не обнаружилось. А ведь есть неписанное, но твердое этнографическое правило: если все тюркские народы состоят, по сути, из одних и тех же родов, то западные кыпчаки тоже должны иметь в своем составе этот род. Тем не менее, и однако, никаких сведений о западных саро-кыпчаках не нашлось ни в прошлом, ни в настоящем. И вот тут я задумался, а ведь все сходится, и тогда донские казаки и есть саро-кыпчаки. Ведь как получается, саро-кыпчаки есть на востоке Великой Степи, а на западе их уже нет. И если научный и даже сетевой поиск не нашел род саро-кыпчаков в западном Деште, то тогда должен быть задействован самый простейший метод исключения. Если среди западных половцев саро-кыпчаков сейчас не обнаружено, но они должны были быть, то они там есть, но они сменили имя. Тогда следует простейший вывод: донские казаки и есть те самые западные саро-кыпчаки. Казалось бы, вопрос закрыт, но нет. Ведь есть же первостепенный вопрос: а были ли на западе Великой Степи вообще какие-то саро-кыпчаки? Ответ: были, их называли половцы. Светлана Александровна Плетнева говорит о них, что саро-кыпчаки, будучи еще под властью иртышского кагана, Кимаков, создали феодальное государство, желтые кипчаки, под управлением своего хана, Малика Кыпчаков. Что шары, желтые кипчаки, стали тем мощным ядром, вокруг которого объединились все разрозненные и разбросанные по степи орды Днепровского левобережья. Итак, саро-кыпчаки зафиксированы и в Казахстане, и позднее в Поле-Половецком, но где же они там сейчас? Скорее всего, нам предстоит более углубленный поиск этого рода племени среди западно-волжских тюрков кыпчакской группы языков: нагайцев, кумыков, карачаевцев, балкарцев, а также, возможно, и среди гагаузов и потомственных донских казаков. То есть среди тех народов, которые сложились как постордынские этносы и которые в свое время, возможно, так и именовались в русских летописях – половцы. Кто такие половцы и почему их так называли? Термин «половцы» и соответствующее ему историческое обозначение кыпчакского народа, населявшего земли от Волги и до Дуная, является основополагающим постулатом в российской и советской историографии. Под этим обобщающим термином «половцы» понимались западно-волжские кыпчаки. Термин как бы общепринят, но именно он сам по себе и есть проблема. Искусственная терминология порождает половецкую проблему ошибки в субъекте и плодит ошибки в историографических исследованиях. Неверные исходные данные, тем более в методологии вопросов в термине, порождает ложность всей историографической концепции, всей системы взглядов по отношению к изучаемому феномену. Что мы знаем о так называемых половцах? Это исторический народ, собственное имя которому кыпчаки. Летопись его народной, политической и культурной жизни документирована в истории Евразии на гигантских просторах от Сибири до Тянь-Шаня, от Самарканда и Мангышлака до Волги и Булгара, и в ракурсе нашего исследования. От Волги через Днепр до Балкан и Дуная. Его история зафиксирована на многих скрижалях. Во множестве аутентичных летописей этот исторический народ назван по имени собственному – Кыпчак. И только в западно-волжских источниках этому историческому народу придумали искусственное имя – половцы. И что еще хуже, вся советская историография исходит из искусственного имени народа. Этот новодельный термин сам по себе означает изначальную фальсификацию и вводит нас в заблуждение относительно роли кыпчаков в евразийской истории. Он отрывает половцев от великого кыпчакского мира. В своей реальной истории сам кыпчакский народ себя никогда не называл половцами. Таким образом, термин «половцы» исходно неверен, поскольку он исторически недостоверен. Это иноязычное наименование является чужеродным изобретением. Проблема не только в том, что термин искусственен и даже надуман, а в том, что он как бы общепринят. То есть, этот термин сам по себе есть проблема, поскольку он задает методологически неправильный ракурс понимания истории тюрков Евразии. И это чужеродное имя стало обобщающей характеристикой западных кыпчаков в российской, советской и постсоветской историографии. К сожалению, до тех пор, пока не изменится сама историографическая школа, придется использовать именно его. Так кто же они, половцы из чужих летописей? Ответ один – они кыпчаки. И тогда остается только один исторический вопрос: а кто есть половцы среди кыпчаков? А еще точнее, из какого они рода племени? Итак, половцы – это искусственный внешний термин для обозначения этнических кыпчаков в инородной исторической записи. Но нам придется использовать именно его для того, чтобы донести до читателей истинное понимание роли западных кыпчаков для истории Восточной Европы. Ну а что касается, собственно, нашего исследования, то обозначение западно-волжских кыпчаков именем половцы удобно своей цветовой характеристикой для изучения феномена цветов кыпчаков. А для изучения западных кыпчаков этот термин как бы исторически выделяет их летопись от истории остального кыпчакского мира, первородиной и первоосновой которого являлись Казахстан, Сибирь, Башкирия. Давайте посмотрим на искомых нами саро-кыпчаков через половецкие цвета. Тут мы неизбежно возвращаемся к цветовой связи с донскими казаками. Акцентируемся на указанном М. Карамзиным имени первого донского атамана, вождь их, Сары-Азман. Несомненно, атамана и кыпчакский род связывает цветовая характеристика Сары, желтый, рыжий и, наконец, в тюркском контексте, золотой. Однако Сары-Азман – это имя одного человека, оно прозвучало в истории гораздо позже родового имени Сары-Кыпчаки, исконно населявших Подонью. Этот искомый нами желтый род зафиксирован прежде атамана, и что важнее, это родовое имя обозначает не просто историческую личность, а целый исторический и этнокультурный феномен.
В поисках желтого рода мы неизбежно обращаемся к изучению традиционной версии слова «половец», выдвинутой Аристовичем Куником еще в 1875 году. Академическая лингвофантазия. Арист Куник правильно переводит слово «сары» как «желтый». Конечно, этот перевод цветового прилагательного безусловен. И казалось бы, это объяснение самое простое, без лишних деталей, и потому по-своему красивое и вполне завершенное. А самое интересное – это то, что оно вроде бы подтверждается летописями. Но есть дилемма. Сары, желтый – это прилагательное, и без существительного оно не имеет предмета. То есть самоназвание народа Кыпчак калькируется как прилагательное «желтый». Но где вы такое видели? Цвет без предмета или народ желтый? Кроме того, простой перевод слова «сары» как цвета желтый есть навязывание чужеродной и даже не этнографической, а попросту умозрительной гипотезы в отношении совсем иной культуры родовых имен. Таким образом, перевод Куника никак не связан с действительным смыслом слова, согласно тюркской культурной традиции, из которой и возник термин «сары». Тем не менее, версия Куника признается как традиционная и даже как классическая. Она гласит, термин «половец» объясняется через слово «половый». И слово «половец» означает цвет и желто-белый, желтоватый. И якобы, раз солома на церковнославянском языке есть плава, а соломенный – плавый, то термин «половцы» и есть цвет соломы. И вроде все очень похоже, тем более, что есть еще и славянские слова «половый», «плеви» и «плавы», которые в языках тоже означают соломенный цвет. Но почему-то эти слова есть только в 3 современных славянских языках – русском, чешском и польском, то есть в других славянских языках они не обнаружены. К тому же поляки, и особенно чехи, с половцами особо не общались, то есть они не имеют этнического контекста. И в качестве марки зачем привязывать слова из современной лексики к средневековым половцам, которые и слов-то таких славянских не слышали? Тем не менее, эта классическая версия якобы подтверждается тем, что в немецких и армянских хрониках кыпчаков называли фальб и хардиш, что опять же якобы обозначает тот же бледновато-желтый, соломенно-желтый цвет. Но и эти версии под вопросом, поскольку современное источниковедение раскрывает все больше и больше некритических заимствований разных летописцев друг у друга, без ссылки на автора. Кроме того, традиционная версия явно игнорирует другие этимологические значения слова «полова», которое обозначает не желтый, а грязно-серый цвет. Но это значение не укладывается в прокрустово ложе, и потому его просто забыли упомянуть. Итак, за общепризнанное объяснение термина выдается какое-то простое замудривание, или, попросту же говоря, заурядное гадание на картах. То бишь речь идет об игре на терминах. И тут мы видим академически освещенное, но самое заурядное лингвофричество. Никакая это не классика. Тем не менее, многие мэтры кыпчаковедения сошлись на том, что половцы – это какие-то светло-желтые, но все-таки люди. И хотя археологи и антропологи яростно, причем последние, с ухмылкой, выступали против такой профанации их объективных данных, мэтры сошлись на желтизне. Оппоненты говорили, что для них невероятно, чтобы кыпчаки были европеоидными блондинами. В пользу археологов и антропологов свидетельствовали даже статуи. Все кыпчакские статуи Балбалы – это же чистейшие азиаты. Все объективные данные указывали, что не мог быть целый народ из Азии блондинами, но мэтры встали на своем. Но не отказываться же им от своих диссертационных работ. Вкупе это породило такое искажение исторического понимания в сознании многих народов. Следуя этим искажениям, некоторые ультраисторики договорились, поддерживая классиков, даже до того, что половцы были желтолицами. Вот таким образом академическое заблуждение желтых волос множит ошибки понимания неких желтых лиц со стороны адептов разных Яндексов. Обратите внимание, вопрос стоит даже не о цвете волос, кто их в бою под шлемами разглядывать будет. В современных исторических инновациях речь идет именно о желтизне кожи. Именно по цвету кожи, желтая, желтоватая, решили классики, хотя призванные свидетели средневековые хронисты еще не знали о расовой теории. Сейчас мы знаем, что желтая раса – это условный термин, что желтый цвет кожи в природе не существует. Но его задним числом и задним умом додумали мэтры. И до чего же додумались они и их ультрас? В результате явной победы академического веса авторитетов и их ультрапоклонников в общественном сознании получается галлюцинаторная картина желтым историческим маслом. По полю и по Европам скачет народ страшного апокалипсического вида с волосами и лицами желтее желтого. Это сравнимо со сценой атаки мертвецов из «Игры престолов». Но тут картина получается еще пострашнее. Те же хоть были белые, хотя и мертвые, а эти живые, но желтушечные и желто-белые. Да еще скачут неделями. В общем, не народ, а бич божий, похуже Аттилы. В довершении своей масляной картины сторонники псевдоклассической версии приводят в качестве окончательного аргумента то, что сами тюрки так и называли половцев сары-кыпчаками, то есть теми же желтыми кыпчаками. Картина тоже странная, ведь все кыпчаки были одного антропологического типа выходцев из Азии и не разделяли друг друга по цвету кожи или волос. А поскольку помимо сары-кыпчаков были еще и кара-кыпчаки, дословно, черные кыпчаки, то у классиков получается апокалипсис желто-черного цвета. Из их картины получается, что следом за желтолицыми кыпчаками скачут еще и чернолицые кыпчаки негроидного типа. Полный и абсолютный исторический занавес. Этот занавес опустился над кыпчакской историей ввиду того, что иностранцы, чуждые тюркской этнографии, попытались истолковать самоназвание народа через свои инокультурные представления. Инокультурные историографы придумали экзоэтноним, то есть чужеродное истолкование имени Сары Кыпчаков. Действительно, собственное имя одного из кыпчакских племен было Сары, дословно желтые, но никак не желтолицые и не желтоволосые, что противоречит общей физиогномике кыпчакского народа.
Да если бы сары-кыпчаки были бы желтолицые или хотя бы тотально желтоволосые, то их современники нам и оставили бы полное описание. Вот такой народ появился, все с желтыми волосами. Но такого тотального свидетельства нет. И не побоялись бы монахи хотя бы задним числом указать про желтоволосость кыпчаков. Ведь не побоялся же Иордан, и вполне с расовой позиции описал Атилу. Большеголовый, смуглый, с маленькими глазками, приплюснутым носом и редкими волосами, коренаст и приземист. Он все тот же типичный степной азиат, который запечатлен в древнетюркских статуях культигинов, кимакских и кыпчакских балбалах, сельджукских статуях и миниатюрах. Но слава богу, скажете вы, что хоть не китаец, которого так боится коллективный Запад. К историческому счастью Европы, Атила не был китайцем. Да, от его слов содрогалась Европа, часть с которой находилась под его прямым правлением из Паннонии. И он был характерный азиат не китайского, но туранского южносибирского этнотипа. Но не могли следом за таким явным монголоидным персонажем явиться из глубин Азии некие голубоглазые блондины, чуть ли не альбиносы. Таким образом, половцы были типичными монголоидами, каковыми им и надлежало быть по праву быть рожденными в глубинной Азии. Это есть факт. А единственное здесь предубеждение – это то, которое питало Европу из ее страха перед грозными азиатскими завоевателями. И еще, но не могла поздняя имперская Европа, уже создавшая колонии в Азии, представить себе, что такие вот желтые люди разбили их в пух и прах. И тут случилась синергия сказок. Ввиду своего предубеждения к монголоидам-дикарям, из половцев едва не сотворили викингов в качестве портрета кыпчаков, которые в реальности были совершенными азиатами. Завершение разбора этих и прочих классических формул кыпчаковедения оставим на потом, а пока выскажем свою версию о том, что сары-кыпчаки имели какое-то явное и фактурное отличие от других кыпчакских племен. И, вероятнее всего, они отличались от других кыпчаков желтым, золотым цветом знамен, цвет которых враги могли увидеть издалека. Вот эти-то знамена и должны были быть, если не ярко насыщенного и желто-желтого, то и желто-белого колера, выцветшего на степном солнце. Эти желтые знамена были цветом страха перед конной махиной, а впоследствии стали цветом историографических сказок и исторических предубеждений.